100-метровая башня Согласия – символ Ингушетии, самая высокая точка Магаса. Для того, чтобы оказаться на стеклянной площадке на пике башни, откуда открывается панорама столицы и ее окрестностей, посетители ожидают 2-километровый подъем. Однако для героев сегодняшнего заезда задача стоит гораздо сложнее. 4 колясочникам предстоит преодолеть крутой спиралеобразный пандус длиной 1700 метров на инвалидной коляске. Тем не менее, участников это нисколько не страшит. Я верю в себя, да. Я считаю, что я поднимусь первым. Более молодой, более заряженный. А вот Хава Калоева в прошлом году уже принимала участие в восхождении. Сегодня она в качестве организатора. Тем не менее, впечатления от прошлого подъема запомнились женщине на всю жизнь. Все-таки самый большой пандус, да, в нашей Российской Федерации, это более 1500 метров. Поэтому одолеть это, конечно, для нас это большой успех, я скажу, интересно, романтично, так скажем. Мы как-то чувствуем, что мы еще сильны, что мы еще, как говорится, не совсем уже на заднем плане, и ограничения нашей физической возможности не совсем как люди воспринимают. После томительных минут ожидания наконец настал момент, когда участники заезда могут проверить свои силы и характер. По условиям состязания преодолеть самый длинный пандус в России участники гонки могут с посторонней помощью. Однако гонщики стараются проехать дистанцию самостоятельно. Самая тяжелая часть – середина пути, ведь ближе к финишу у конкурсантов появляется боязнь высоты. Но и тут ребята проявляют богатырскую выдержку. Впрочем, это неудивительно, ведь восхождение и организовано для того, чтобы каждый мог проявить свои физические способности. Мероприятия, которые мы организовываем, мы целенаправленно делаем для того, чтобы инвалиды-колясочники проявляли активность, выходили в общество и все-таки занимались спортом. Вот именно это мероприятие также подкрепляет их дух, организовывает их. Они находят в этом удовлетворение такое духовное. И, конечно, это же соревновательно. Им помогает в жизни быть активнее. Нешуточные страсти разгораются ближе к финальной точке. Никто не хочет уступать первое место. Однако победитель все же определяется. С большим отрывом удается выйти вперед Мустафе Хачубарову. Победителя ждут уже внизу, у подножия башни. Однако проигравшие тоже не расстраиваются. Ведь главное – это положительные эмоции, полученные сегодня. Я доволен тем, что я положил все свои силы, но результата не показал. Но, тем не менее, доволен тем, что хотя бы я сделал все то, что я смог сделать. Восхождение инвалидов-колясочников на башню Согласия проходит в нашей республике уже второй год подряд и проурочен ко дню рождения главы региона. Организаторы надеются, что акция станет доброй традицией и будет проходить ежегодно. Амина Бокова, Адам Долгиев, Новости 24.